В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы этого часа. Четвертую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России. Тем временем в Якутии возможен переход учебных заведений на дистанционное обучение. Ледоход на Лени все ближе к границам республики. Расскажем, где находится кромка льда и как готовятся к встрече большой воды в Хангаласском районе. В Якутии активно готовятся к встрече Дня Великой Победы. Ветеранов войны поздравляют песнями прямо во дворе дома. Не обходится и без танцев. Еще одну четвертую по счету вакцину от коронавируса, произведенную в России, зарегистрировало Министерство здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Препарат «Спутник Лайт» разработан в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи и содержит только один компонент, в отличие от «Спутника Ви». По словам Мурашко, «Спутник Лайт» позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета. Как отмечают в Минздраве, новая вакцина не является альтернативой «Спутнику Ви», который формирует более стойкий иммунитет и может применяться у лиц старше 60 лет. Тем временем в Якутии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки выявлено 105 новых случаев заражения, сообщает региональный оперштаб. В Якутске зафиксировали 60 человек с инфекцией, 29 заболевших в Мегино-Кангаласском районе, 3 в Амгинском и Вилюйском. По 2 инфицированных обнаружили в Горном, Намском, Чурапчинском районах, по 1 в Сунтарском, Алданском, Кобяйском и Хангаласском. Сейчас решается вопрос о переводе учебных заведений республики на дистанционный режим учебы. Об этом сегодня на ежедневном брифинге сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. На настоящий момент ряд решений будет приниматься по учебным заведениям, по продолжению обучения в учебных заведениях как среднего образования, так и среднеспециального образования. Проводятся переговоры с высшими учебными заведениями о возможности продолжения дистанционного обучения студентов, тех, которые у нас выезжали за пределы республики из общежитий. Соответственно, также принимаются меры и к разобщению разных групп, которые у нас сегодня возникают в коллективах. Минздрав Якутии направил специалистов в Мегино-Кангаласский район из-за ситуации с COVID-19. Об этом также сообщила Ольга Балабкина в ходе брифинга. Направлены группы Минтруда, Минздрава и администрации главы и правительства региона с целью оказания методической и организационной помощи, подчеркнула она. Напомню, за минувшие сутки в районе выявили 29 случаев заболевания коронавирусом. Ольга Балабкина отметила, что наибольшая часть заражений произошла из-за семейных контактов. Также под особым контролем оперштаба находятся Амгинский и Вилюйский районы, где за сутки было выявлено по 3 случая заболевания. В Якутске развернули дополнительный инфекционный стационар для пациентов с коронавирусом на базе республиканской больницы номер 3. В местности Зеленый Луг в Якутске сегодня зафиксировали пожар. Согласно оперативным данным, примерно в полдень поступило сообщение о возгорании травы. Общая площадь пожара составляет порядка 2 гектаров. На месте сейчас продолжается тушение огня. По уточненным данным, сегодня в 12:00 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании травы в районе местности Зеленый Луг города Якутск. К месту незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. На момент прибытия пожарного подразделения горела трава. Предположительная площадь возгорания около 2 гектар. Тушение продолжается. Угрозы населенным пунктам нет. Примерно через 1500 километров ледоход на реке Лени пересечет границу Якутии. По информации МЧС по Иркутской области, нижняя кромка находится на расстоянии в 560 километров от республики, около села Красноярово. Протяженность ледохода составляет 29 километров. За сутки лед продвинулся на 23 километра. До границы с республикой 589 километров. Уровень воды на средней Лени и ее притоках продолжает повышаться с интенсивностью от 5 до 20 сантиметров в сутки. На участке Витим-Пеледуй наблюдается вода на льду. Ориентировочно ледоход дойдет до Якутии с 9 по 11 мая, что на сутки вдвое позже средних сроков.
В Хангаласском Улусе ледоход ожидают 15-16 мая. В зону вероятного подтопления попали 12 населенных пунктов района, развернуты 14 пунктов временного размещения и 3 палаточных городка. О том, как готовятся к весеннему половодью в Улусе, расскажет Виолетта Засимова. Первый мальжигарский наслег состоит из 2 населенных пунктов – села Булгуняхтах и островного села Тойонары. Территория Тойонары полностью входит в зону вероятного подтопления. 30 жилых домов, фактически проживает 101 человек. И в настоящий момент во время паводка сейчас там остались 56 человек. Часть переехала сюда к родственникам в другие населенные пункты, а наши школьники в пункт временного размещения. В наслеге развернуты 3 пункта временного размещения – 2 в Булгуняхтахе и 1 в Тойонары. Они обеспечены запасами провизии, питьевой воды, обеззараживающих средств и спальных мешков. Внимание, внимание! Проверка экстренного оповещения. Система экстренного оповещения полностью прошла проверку в этом году, и их у нас 2 единицы. Это в селе Булгуняхтах и в селе Тойонары. Они полностью исправны и работают. Его используем во время чрезвычайных ситуаций. Последний крупный паводок в Тойонары случился в 1998 году. Тогда небольшое островное село полностью ушло под воду. В этом году очень сложно прогнозировать. Все равно все говорят, и в итоге у нас 50 на 50. Но, как говорится, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Также склоняется к тому, что нынче прогноз весеннего половодья неоднозначный, и руководитель единой дежурно-диспетчерской службы района Джилустан Андреев. Вот так вот смотреть, лед не такой уж толстый, среднестатический. Так, прохождение прогнозируется тем, что очень много снега в нашем районе, в целом по всей республике. Поэтому, посмотрим, будем готовы. Как только ледоход достигнет территории Улуса, за ним можно будет наблюдать в режиме онлайн. 7 камер видеонаблюдения уже установили в нескольких населенных пунктах. В селах Титары, Улаханан, Булгуняхтах, Ой, в поселках Махсагаллох и Верхнем Бестях и в городе Покровске. Видео уже доступно на сайте saha.gov.ru «Ледоход». Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. День рождения радио отмечается сегодня, 7 мая 1895 года. Российский физик Александр Попов выступил с докладом и продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году в Советском Союзе широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио. В этот праздничный день нашим коллегам, журналисту, ведущему НВК «Саха» Наталье Михалевой-Сая и режиссеру Нине Корниловой присудили премию главы республики. Награда имени Героя Советского Союза Николая Кондакова присвоена за серию телепередач, посвященных 75-летию Великой Победы. Авторы представили 5 работ. Это документальный фильм про легендарного артиллериста Гаврила Протодьяконова, 2-серийный док-фильм о деятельности администрации Вилюйского Улуса к юбилею Победы. Также телевизионный фильм о памятнике детям войны в селе Сулгачи Амгинского Улуса. Помимо этого в серию вошли еще 2 передачи о снайпере и военном разведчике. Оператором фильмов выступил Илья Жараев. Также сегодня в Якутске открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Егору Шевкунову. Памятная доска установлена на фасаде здания 7-й школы, расположенной в центре города, на улице, носящей имя героя. Как рассказали организаторы, с прошлого года ведется работа по увековечиванию имени Егора Шевкунова, отдавшего свою жизнь ради светлого будущего. Реализация идеи подразумевает комплексный подход. В ближайшее время будет открыта выставочная экспозиция о подвигах якутян в годы войны, а также в новом учебном году проведена научно-практическая конференция «Шевкуновские чтения». Но работа такая, что мы на этом не завершаем, потому что впереди у нас научно-практическая конференция. Здесь не только о Георгии Ивановиче мы будем говорить, также мы будем в будущем говорить о тех героях, которые остались именно безыменными, которые остались не у памяти людей, да, и мы их будем возобновлять, вытаскивать эти имена. И также это действительно очень много у нас улиц именем Героев Советского Союза.
у нас в Якутии. У нас даже в городе Якутске, когда мы работали на ВЕКе, мы посчитали. И бросим ключ каждой школе. Вот сегодня уже начали. И чтобы они также открывали, также они увековечивали имена вот этих настоящих героев. Членов российской авиационной экспедиции «Север-Ваш» наградили медалями Республики Саха-Якутия за освоение Арктики. Первый этап кругосветного океанического перелета состоялся в 2018 году. Пилоты добрались на легкомоторных самолетах от Красного Яра до Финляндии. Следующий поход будет на Антарктиду. О том, какой увидели якутскую Арктику члены кругосветки с высоты птичьего полета, в сюжете Туяры Константиновой. 43 дня вокруг Северного Ледовитого океана. Маршрут в 20 тысяч километров пролегает через 39 аэропортов и авиационных площадок. В составе экспедиции асы авиации, за плечами которых 150 часов полета над арктическим небом. Впервые оказался тогда в Якутии. Вот мы начали со Саскалаха, зашли в республику, да, потом у нас вот был Тикси, Чекурдах и закончили Черским. Да, это вот полет по северу республики, Саха-Якутия. И вот к женщине любовь приходит с первого взгляда, бывает такое явление. Да, я вот честно скажу, я практически в республику влюбился. Мы были и на Аляске, и в Канаде, и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции, и в Финляндии. Мы прошли вот по Северному полярному. То есть это приарктические государства. И задача была пройти по всему Приполярью и посетить, ну и встретиться с жителями, и в основном и коренными жителями этих народностей, населяющих вот эти приполярные страны, государства. Идея перелета родилась во время космической одиссеи на МКС. На научно-производственном объединении «Аэроволга» создали фактически новый самолет-амфибию на базе серийного Ла-8. На подготовку арктического этапа ушло 2 года. Чтобы они ощутили масштабы нашей страны, им надо побывать в Якутии, надо побывать на нашем севере. Вот поэтому мы и назвали «Север-Ваш», обращаясь именно в основном к молодежи России. Это путешествие стало еще одним шагом к освоению Арктики, в том числе и ее туристического потенциала. Пилотами составлена карта для других путешественников, где отмечены объекты инфраструктуры и особенно красивые места. В июле этого года пилоты Владимир Евстафьев и Олег Атьков планируют новую экспедицию в Саскалах. Вот этим летом мы возвращаемся в Саскалах с Олегом Юрьевичем Атьковым. Мы планируем в июле слетать на наших самолетах. Республике вот самое большое спасибо за дочерей и сыновей. Даже не в обиду другим республикам, вот именно в Якутии нас встречали как нигде. Были в национальных одеждах и мужчины, и женщины. Мы танцевали с ними танец народный. Прямо там около самолетов на аэродроме. Отведали национальные блюда. Ну вот это такой на самом деле очень теплый прием. Знаете, он так трогает. Экспедиция «Север-Ваш» уже вошла в историю российской авиации как первый кругосветный арктический полет на отечественных самолетах-амфибиях. Ла-8 и Борей прошли испытания крайним севером, без единого сбоя. Туяра Константинова, Джуль Березкин, Москва. В сокровищнице Якутии открылась тематическая выставка, посвященная столетию героя Советского Союза Федора Попова. Экспонаты предоставил музей имени Ярославского. Это письма с фронта, газетные статьи, а также различные документы и макеты. Сокровищница также представила и свой именной крупный алмаз, названный в честь Федора Попова. Камень массой более 60 каратов был добыт в 1993 году в трубке «Удачная» и на сегодняшний день является одним из крупнейших алмазов республики. При этом качество камня ювелирное, иными словами, высшее. Земляки о нем рассказывают, говорят, он был очень доступным человеком, простым человеком, физически очень развитым человеком. У него есть озеро у нас Балыктах, длинное озеро, более километра длиной, протяженностью. Он, говорят, иногда переплывал это озеро вдоль и поперек. В преддверии Дня Победы, а также в рамках всероссийской акции «Поем двором» в Якутске вчера и сегодня провели мини-концерты во дворах домов, где проживают ветераны, участники Великой Отечественной войны. Сегодня в честь воинов-победителей состоялись сразу 13 концертов поздравлений. Акцию проводят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при участии волонтеров. Также на мероприятии состоялась передача Знамени Победы. Его в руки начальника измерительного пункта войсковой части подполковнику Владимиру Леонтьеву
Симоненко передала ветеран Великой Отечественной Валентина Ефремова. Наш измерительный пункт общается с 5 ветеранами. Мы приходим к ним и уделяем именно как раз им внимание, то, что им самое необходимо в этой жизни. Потому что у них есть все, они уже добились в своей жизни, по-моему, много чего. Их героические подвиги можно только рассказывать и пересказывать нашим предкам, нашим детям и внукам, чтобы они помнили о них. И Валентина Васильевна приняла решение вот именно вот этот праздник приурочить тому, что приурочить нашему измерительному пункту копию Знамени Победы. Это будет историческая реликвия в нашем музее. Солисты театра оперы и балета Александр Емельянов, Феодосия Шахурдина, Мария Михайлова и Ирина Чичкова присоединились к акции «Поем двором» и сегодня поздравили ветерана Алексея Вересового. Он проживает в Якутске в доме по улице Дзержинского. Таким образом, уникальная возможность услышать песни военных лет в исполнении оперных певцов появилась у всех жильцов дома. Дорогие наши ветераны! Ветераны тыла! Дети войны! Поздравляем вас с великим праздником, с Днем Победы! Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, счастья, процветания! С Днем Победы! И еще один подарок ко Дню Победы, на этот раз танцевальный. Общественная организация «Центр колонетики и танца» Марины Кузьминой организовала флешмоб. Этот центр посещают женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Главная цель центра – это оздоровление и пропаганда здорового образа жизни, в первую очередь через танец. Примерно 50 женщин, одетых в военную форму, на площади Победы в Якутске синхронно исполнили танцевальный номер, а музыкальным оформлением его стала знаменитая на весь мир песня «Катюша». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.